Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите проект Дома дружбы и Ассамблеи народа Казахстана «Достых Дастархана». У нас сегодня в гостях председатель Карагандинского польского общества «Полония» Хмелевский Виталий Альбертович и преподаватель польского языка Ивона Точек. Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать! Обычно наши с вами встречи проходят где-то в телевизионных студиях, в конференц-залах, а сегодня мы на кухне Дома дружбы. Я очень рад, что на базе нашего прекрасного Дома дружбы реализуется такой красивый проект. И признателен, что вы пригласили нас сегодня представить одно из блюд польской кухни. Я тоже очень рада, что вы стали гостями нашей сегодняшней программы. Рассказывайте, что сегодня будем готовить? Это традиционное польское блюдо, которое поляки готовят, как правило, на вигилию. Это сочельник перед Рождеством. Перед Рождеством долго держится пост и постные блюда, поэтому здесь в этом блюде не используем мясо. Но не только на Рождество, можно, безусловно, также и в течение года его приготовить и попробовать в Польше. Давайте тогда начнем, приступаем и в процессе расскажем историю в целом этого блюда. То, о чем я уже сказал, и пани Ивона, наверное, добавит еще, что это такие достаточно простые ингредиенты, но для многих это очень вкусный, полезный, богатый витаминами. То, что сегодня модно, вижу, да, правильное питание. Ингредиенты все полезные. Да. Сначала мы приготовим такой овощной бульон. Потом мы для него приготовим, по-польски это называется ушко, пельмени. Пельмень тоже, кстати, переводится с пермских языков как хлебное ухо. Надо же. Да, поэтому тут очень много в таких культурах славян близкого. Да, похожие, да? Блюдо называется борщ червоный, то есть красный борщ. Но в отличие от соседей, поляки то, что сварили вот эти овощи, они их достают, выбрасывают, остается только бульон. В этом-то и есть особенность, потому что все любят готовить борщ, и каждый делает по-своему. Да, и вот этот борщ иногда даже в Польше можно купить и подают в ресторанах в кружке, потому что там только один бульон содержится. Вот. Сейчас мы, наверное, порежем наши овощи. Да, пани Ивона? Крупно режу. По-польски мы говорим кроин, да? Tak, ale głównym składnikiem, głównym ingredientem borszcza jest burak. Ага, Свекла. свекла. Так. Виталий Альбертович, скажите, пожалуйста, как поляки оказались в Караганде? И в целом в Карагандинской области много ли поляков? История поляков уходит связанная с Казахстаном, она в 18-19 век. Это ссыльные поляки еще во времена Царской империи, Российской Царской империи. Но сегодняшние поляки, которые проживают в Казахстане, это в большинстве своем высланы в 1936 году, депортированы с территории Украины, Житомирской области. В 1936 году было выслано около 120 тысяч поляков. Они были расселены в северном Казахстане, это рядом с городами Петропавловск, Кокчетав. Вот. Ну и до сих пор там есть села, деревни, и города, где проживает большое количество представителей польского этноса. Потом уже во времена коллективизации с тех аграрных районов поляков переселяли в Караганду, так как были необходимы, рабочая сила была необходима в шахтах и при строительстве заводов. Поэтому так получилось даже, что большинство из них было расселено вокруг разреза, то озеро, которое в городе есть. Раньше там был открытый угольный бассейн. Вот. И они там работали, трудились. И на сегодняшний день самое большое количество поляков проживает именно в Карагандинской области. Это около 5000 человек, согласно официальной статистике. Вот. Ну а потомков поляков есть, безусловно, значительно больше.
в Польше очень хорошее отношение к Казахстану. Поляков очень удивляет, когда они сюда приезжают, вот степь, потому что Польша это в основном лесные такие, как бы леса, горы немного, да, и поэтому для них очень вот этот горизонт уходящий, такой вот степь без конца и края, она производит сильное впечатление, и они ассоциируют это с океаном. Гульнур, я хотел бы вас попросить, чтобы поставить, закипятить воду для нашего Конечно, с бульона. удовольствием. С удовольствием. Пока мы будем еще резать овощи. Полную? Да. Закипятим, а потом уже будем добавлять наши ингредиенты. Хорошо. Ивона, с чем вы занимаетесь? Сейчас мы режем свекла, да? Так, сейчас мы режем свекла. Надо еще порезать морковку, порселер и сельдерей. И петрушку. Все поэтапно, да? Да. Ивона, И- скажите, пожалуйста, вот в рамках какого проекта вы сейчас в Доме дружбы? Я в Казахстане уже работаю 11 год, и в Казахстане я как преподаватель польского языка приехала здесь на приглашение, по приглашению польского общества Полонии. Сейчас занимаетесь обучением. Да, и провожу уроки польского языка. У нас Здесь, в есть Доме дружбы. межправительственное соглашение между Казахстаном и Польшей об образовании. И в рамках этого соглашения у нас приезжают учителя из Польши преподавать польский язык в Казахстане. И одна из них Ивона, да? Да, одна из них Ивона. А также это соглашение включает в себя обмен студентами для бакалавров, магистров и докторантура. Поэтому вот есть такой интересный проект, который позволяет нашим студентам, казахстанцам, также продолжать учиться в Польше. И такие студенты у пани Ивоны тоже есть. Прекрасно. А в чем особенность польского языка? Он не сложный? Я думаю, как все языки, они сложные, и надо время, надо любовь, чтобы язык выучить. Но если кто-то хочет, можно приглашаем, выучить. да? Да, приглашаем, можно выучить. Конечно, он особенный, как и другие. Но если есть желание, то, конечно же, не так сложно. не так Любой тяжело. язык можно выучить при Конечно, желании, да, скажем мы. конечно. А сколько сейчас учеников у вас? Учеников, которые изучают польский язык, около 300. Это очень хороший результат. Что для вас значит Дом дружбы? Дом дружбы – это для меня дружба, это для меня дом, потому что всегда, когда я здесь прихожу, все меня очень-очень хорошо поздравляют, всегда спрашивают, как дела. Приветливый Да, всегда. Очень. И я всегда говорю и Виталию Альбертовичу, и всем ученикам, и в Польше тоже рассказываю, что у меня работа очень хорошая, и люди, которые здесь живут, и Дом дружбы это для меня как дом. Потому я и также тут много времени нахожусь, и очень мы, мне кажется, дружим, очень всех любим, и Добрые, очень мне светлые нравится. отношения. Да. Стараюсь, конечно, за всеми по чуть-чуть на казахском, по чуть-чуть учить казахский язык. Мне он очень нравится, конечно. Так что, да, Дом дружбы это для меня тоже и дом. Прекрасно. Виталий Альбертович, в семье на родном польском языке говорите часто? Да, не только, конечно, польским, но и государственным языком, изучением казахского языка, Как успехи, английским скажите? языком. Ну, не просто, но в целом есть хорошая мотивация, интерес. Сейчас давайте перейдем к следующему этапу. Лук мы нарезали. Что дальше, Виталий Альбертович? Я смотрю, Ивона уже приступила. Так, нарезали Ага. свеклу.
сейчас Дальше. морковку. Морковь, да. давайте. И все, наверное, уже потихоньку будем. Ну, вода еще не да, нагрелась, у положим нас в еще есть кастрюлю. время. Мгм. Давайте. А Виталий Альбертович, чем мы займемся с вами здесь? Я думаю, что мы можем тоже уже немножко посвятить время луку, зажарить его и также начнем резать шампиньоны. Так, шампиньоны. Здесь особый сорт или... Нет, это обычные грибы-шампиньоны. Ну что, приступаем к зажарке. Да, часть лука у нас будет использована для бульона, а часть мы сейчас обжарим и потом добавим к нашим шампиньонам, которые пойдут на фарш к нашим ушкам, пельмешкам таким. Подсолнечное масло обычное, да? Да, подсолнечное масло. И сейчас дождемся, пока наше масло накалится. Можно щепотку соли добавить. Прям в масло. Да. Оно тогда не будет нас стрелять. Вот, видим уже. И сейчас Так, Ивона, Мгм. чем мы сейчас будем с вами заняты? Так, порежем морковка, порежем укпарей и сельдерей. И уже, наверное, вложим в кастрюлю, чтобы... Да, тогда Сделать активно борщ. начинаем Мгм. резать. Так. Вот такая подойдет вам да, размешать? давайте. Мгм. Хорошо. Хоть чем-то буду полезна. Вот что касается у казахского народа очень много национальных блюд. Какие блюда вам особенно близки? И готовите ли вы дома? Да, Пробуйте, конечно, е. конечно, готовим. Дети мои очень любят баурсаки. Если какое-то событие или приглашаем гостей, я с удовольствием всегда приготовлю ед. О, прекрасно. Да, вот, поэтому Тестом занимается супруга, нет, я, даже вы. да, О, как вот прекрасно. последний раз так тоже катал сочни, но с непривычки даже немножко сложно. Я удивлена на самом деле. Конечно, замесить тесто помогает мне машинка Kenwood, а вот раскатать... Современная технология до А чего вот, дошла. да, а вот раскатать уже, конечно, с удовольствием катаю сам. Я просто вспоминаю, как моя бабушка катала, готовила, сворачивала, раскладывала на постели. Хорошо. А Ивона, вы? Какие блюда Э, казахского народа любите, готовите? Ага. Я очень люблю тоже баурсаки, и если только есть возможность, то стараюсь пробовать, кушать. Очень люблю бишбармак, но это только на хороших мероприятиях, но очень люблю. Сами готовите? Стараюсь. Это не простое блюдо, чтобы приготовить, приготовить я Да, стараюсь. как Виталий Альбертович сказал, всему можно всегда научиться. Конечно. Терпению. Да, и очень люблю курт, очень люблю шубат. Все самое полезное. Очень. И тоже сейчас жду, чтобы уже был свежий, можно будет тоже попробовать. Конечно, конечно. Получается, здесь мы морковь режем вот на такие кубики, да? Так. Крупно. Да, скажем крупно. так. Мгм. Крупно режем. Да. Но уже потихонечку лук карамелизуется, и по нашей кухне идет аромат жареного лука. Да. Очень, очень Жаль, вкусно. что через камеру мы не можем передать. Еще технологии не дошли до этого, да. То есть здесь должна быть золотистая корочка, да, небольшая? Да. Хорошо. Мы с Ивоной нарезали морковь. Морковку, да. И сейчас Давайте продолжим. парселеры, да, и сельдерей. Сельдерей. Сельдерей желательно, чтобы свежая была. Да. Давайте. А вот эти специи нам чуть позже пригодятся. Они особенные, как Да, это называется? на конечно. Это у нас майран. Это на сам конец. Соль. Это приправа для борща, для борщу czerwonego. I tutaj owoci. Ważne, żeby dodać jeszcze czosnek i laurowy liść. Ага, лавровый Да. лист, чеснок, Мгм. это в самом Да. конце, да? Виталий Альбертович, расскажите, пожалуйста, о вашем центре Полония. В каком году были? Ну, Полония была образована в 91 году, как Казахстан получил независимость, и мы ровесники независимого Казахстана. Тогда можно было официально зарегистрировать общественное объединение и функционировать.
Казахстан сразу взял политику на то, что предоставить всем этническим группам возможность изучения родного языка, своей культуры, традиций. А более того, поделиться этой культурой. Так и появился праздник 1 мая, чтобы показать, чтобы все этносы не замкнулись в себе, не стали какими-то автономными, а чтобы их объединить и показать, какой Казахстан у нас богатый, какие мы разные. И каждый должен иметь возможность познакомиться и поделиться тем своим культурным богатством. Да, здесь работа Ассамблеи народа Казахстана очень Значимое. значимая. Значимое. Да, действительно. С момента Мы становления Ассамблеи разные, работает. но мы едины. Да. У нас у всех равные права. То есть мы все с уважением относимся к различным вероисповеданиям, да, которые представлены в Казахстане, официально функционируют. Мы все с удовольствием изучаем и знакомимся с культурой этносов, проживающих в Республике Казахстан. Масса выставок, программ проходит, концертов, показов фильмов. Казахстан открытый, Казахстан интегрируется в мировую культуру. Я думаю, что здесь на эта политика, она очень важна, потому что мы показываем, что мы открыты, мы любознательны, мы показываем свою культуру и знакомимся с культурами других. Паспорт, если свой достаешь, показываешь в другой стране. Никогда это не вызывает какой-то антипатии, Недоверие, может какого-то, быть, знаете, отношения. Всегда с улыбкой, если люди узнают, что мы из Казахстана, никаких никогда проблем не было. Дальше. Посолим и добавим, наверное, наши овощи. Да? Хорошо, Да. теперь ваша часть Ивона. Что мы делаем дальше? Давайте я подам. Да, сейчас положим овощи. Я хоть чем-то буду вам полезна. Так. Ну вот так быстрее приготовится, конечно, что у нас Еще порезано може положити помельче. То есть крупными кусочками сразу Да, добавляем. добавляем. Лук-порей. Да, сельдерей, може несколько можно добавить. Так. Сколько кусочков? А потом после окончания мы все овощи достаем же в целом, да, в виде? Да. Только остается бульон, как вы отметили. Все, да. Все витаминки остаются у нас в бульоне. Все весь вкус. Możemy dodać do barszcza jeszcze dodamy pietruszkę. Możemy tak położyć w całości. Тоже да. в целом виде, Да, да? można. Możemy dodać, dodamy 2 ząbki czosnku, Два зубца Достаточно. чеснока, да. и обязательно лавровый лист. Это приправы у нас уже. Так, уже пошли приправы. Да. Так, давайте вы Mamy laurowy liść, Ага. соль, перец. Так. Możemy чуть-чуть добавить, а потом, конечно, jeszcze, jeśli nie будет Если мало, не jeszcze, хватит, да, можем то- добавить уже в То конце. еще посолим. И перец также. Часто беседуя с представителями различных этносов, мы слышим о том, что малые ассамблеи, этнокультурные центры нашего региона очень дружны между собой. Что у них постоянное сотрудничество, взаимосвязь. Вы такого же мнения? Это основополагающая идея. Мы друг друга хорошо знаем годами, общаемся с семьями, поздравляем друг друга с днем рождения, если это касается председателей, если это касается каких-то религиозных праздников или праздников того либо другого этноса, всегда в WhatsApp или звоним по телефону, поздравляем с их праздником. Поэтому вот эта идея Казахстана. С уважением относимся, чтим традиции каждого этноса, который в Казахстане проживает, и это взаимно. Это взаимно. Самое главное, что это все у нас искренне, Да. естественно. Было, есть и будет, да? Давайте так. Единство, любовь, Ну взаимопонимание, вот дружба. потихоньку начнем Здесь обжаривать. Уже добавим к луку шампиньоны наши. Ja też troszeczkę pomogę, уже szampiony Да. tak резать, чтобы уже они начались там для Так, нашей да, начинки. чтобы для нашего
фарша. Ивона, вы часто бываете на казахских тоях? Скажу вам, я была только один раз. Так, ну Да, и меня поделитесь пригласили- впечатлениями. Да, конечно. Мне пригласили туда и друзья с Дома дружбы. Так. Ждала долго приглашения, но да, Но я- чуть-чуть да, опоздали ага, гости, скажем. И супер, мне очень-очень понравилось. Я это все знала теоретически. А когда уже Были в центре побыла событий, там, когда да, гости, мне гостеприимство. Да, очень мне понравилось, все обряды показали. Это был, отмечали год внучки. Ага. Солгесер. Да, я все увидела, все мне понравилось, и все очень хотели все мне показать. И гости, чтобы я все увидела, конечно, и забава у нас была очень хороша. Очень хорошо провели Да. время, да? Мгм, да. Прекрасно. А вы, Виталий Альбертович? Конечно, безусловно. У меня очень много друзей, которые коллеги, друзья, которые приглашают на свои мероприятия. Поэтому, безусловно, мы уже интегрированы в казахскую культуру. То есть это уже для нас естественная такая среда, да, что поэтому, конечно, с удовольствием приходим, радуемся приглашениям. А сколько шампиньонов уходит на вот эту кастрюльку, например? Ну, наверное, так много не будет, что не будем столько делать много. Вообще, так скажем, на одну порцию там может быть 5-10 таких вот ушек, пельмешков, да, добавляется. Я смотрю, в ассортименте у нас томатной пасты нет, только Нет. свекла. Да, томатной пасты нет у нас, ага. Ой, как вкусно пахнет, действительно, грибы. Грибы, да, шампиньоны. Мы сейчас немножко уменьшим, наверное, интенсивность огня. Мгм. Наверное, нам хватит, да, пани Ивоно? Столько. Достаточно? фарша, да? Так, Посолим немножко еще? так. Или попробуем? Myślę, że możemy troszeczkę, думаю, что можно чуть-чуть посолить, чуть-чуть додать тоже перца. Перец обычный черный, да? Да, уже в саму начинку. Вашей супруге повезло, вы прекрасно готовите. Я смотрю и Ну, удивляюсь. все равно, конечно, супруга больше готовит. Тут я не стану скрывать, я люблю готовить, но редко. Каким-то С вашей особым, занятостью, конечно. по каким-то особым Когда вы событиям. хотите устроить праздник своей семье, сказать, сегодня на кухне я. Да. Но есть такое, как бы, что мужчины лучше готовят. Да, вот Наверное, только потому что хотела редко. сказать. Да, я только хотела сказать, действительно. Ну, Это бывает очень редко. Я думаю, самое главное – отношение к друг другу в семье. Супругов, детей. Ведь хорошее воспитание, именно пример для подражания начинается в семье. Не так ли? абсолютно верно, да. То есть наследие, да, вот в польском языке наśladować это как бы повторять. То есть вот интересно так, что в русском это наследие, да, то есть есть, а в польском наśladować. Это то же самое слово, оно переводится как повторять. То есть просто дети будут за нами повторять. То, как мы живем, то, какие у нас традиции, это вот то же самое, наверное, они будут передавать своим детям, так надеюсь. Но пусть еще и что-то новое научатся, узнают. Только хорошее. У нас дома, если я могу рассказать чуть-чуть, кухня всегда была таким местом, где мы все встречались. И до сих пор тоже так есть. Все встречаются, все приходят. За одним столом. Да, за одном. И навіть если мы что-то варим, то тоже стараемся вместе, вот как и мы сегодня. Я думаю, вот в этом процессе самые хорошие разговоры. Как бы у человека это тоже Как прошел появляется. день, Да, у кого да, какие новости. Да.
И кухня всегда самое хорошее у нас место, чтобы поговорить, чтобы чуть-чуть пообщаться, побыть Да, и даже, что-то хорошего приготовить. даже психологи говорят, что надо за ужином в семье говорить только о хорошем. И когда готовишь, Ну да. и когда готовишь, надо быть, да, в хорошем настроении. И Вот. все получится вкусно. И тогда С уже, любовью. да, Готовим с любовью. Фарш наш, начинку с шампиньонами и луком мы уже обжарили, приготовили, ждем, он остывает. И бульон наш в процессе. Вот Очень вкусно аромат пахнет. такой И поставили овощной. мы потише, да, чтобы... потише, да, чтобы потихонечку так вот оно не сильно кипело. Хорошо. Дальше у нас в процессе что будет? Сейчас мы перейдем к тесту. Так, а этим займется Ивона. Так, для теста нужна нам мука, яйцо, соль и чуть-чуть Подсолнечное масло. да, масло. Мгм. Хорошо. Давайте я вам Ага, помогу. прошу, если можно. Так, Да, мука. конечно. Мука высший сорт, правильно я поняла? Да, мгм, Скажете, когда достаточно? да, мгм, можно, спасибо. Спасибо. Так, и сейчас также пришла помощь. Добавим яйко. Вот сделаем тут. Одного яйца Да, достаточно? одного вот на этот. Супер. Отлично. Хорошо. Так, додамо трошечки, добавим чуть-чуть соли. Соль по вкусу. Да, достаточно. И еще у нас, воды. Вода теплая Вода теплая. Не горячая, но теплая. и не холодную. Да. Угу. Додамо вот так, налием, зачем или... Ну, пока вы займетесь Да, тестом. и еще наконец сливочное масло, але тоже чуть-чуть. Ага, давайте тоже помогу сюда. Да. Мгм, да. Мгм, спасибо, Достаточно. да, достаточно. И воду еще. И надо это все замешать. Тесто готово. Да, тесто готово, подсыпем чуть-чуть муки, чтобы оно не прилипало. Поделим его тоже на две части, наверное, чтобы было у нас чуть-чуть помнейше. Я буду его сейчас катать. Режем на две части. Да, на две части, чтобы нам было удобнее просто. То одно можем отложить на минутку. И А тесто должно быть мягкое или... да, тесто должно быть мягкие. Вот такие. Можем чуть-чуть подсыпать муки, чтобы не прилипало здесь. И надо чисто катать. Работа с тестом – это отдельное искусство. Да, это надо знать, как правильно сделать. Будем тесто катать, чтобы оно было тонкое, а потом будем вырезать кружки, формы, и в этот кружки С начинкой да, объединим. положим начинка. Мгм. Надо, чтобы тонкое тесто у нас Да, получилось, да? да, мгм. Да, тонкие, мягкие. А дальше у нас будут такие формочки. Так, Вы тут- специально выбрали поменьше. Да, я выбрала побольше, поменьше, но возьмем поменьше, да. Будем вырезать вот круги, формы, и в эту форму наложим начинку с шампиньонов и лука. Уже настало время добавить наших приправ. Это вот майранек. Так, специальные специи, да? Да, душица он еще Да, называется. Они придают вкус. Так. Вкус и цвет также. Да, Это да, это вот для цвета такой концентрат у нас. Мгм. И добавим половину лимона. Лимончиком. Сок лимона прямо в нашу Да. кастрюльку. Борщ будет в красный. бульончик. Будет Это очень чтобы хорошо. цвет сохранился? Да, да. Ну и также вкус. Да, и Да. вкус. Также вкус. Ложим чуть-чуть начинки. Совсем немножко. Да, немножко. Вот так. А форму какую делаем? Вот так. И teraz злепим чуть тут, Начинаем вот, как наконец, да, вареники. да, наполовину, и надо злепить вот так.
хорошо надо Я залепить. закрепила. Да, это тоже такая работа, все могут это делать, так что когда мы варим ушко или пироги, то делает целая семья. Виталий Альбертович, чем увлекаются ваши дети? Хотелось бы отметить, что умеют и любят готовить, находят в интернетах какие-то интересные рецепты, готовят, угощают своих друзей, нас, семью. Театральную студию ходят, занимаются, Занимаются творчеством, как прекрасно. рисуют, лепят, языки изучают. Занимались брейкдансом, сейчас на небольшом перерыве. Восстанавливаем тоже определенные группы мышц и осанку. Вот. Прекрасно. Тоже внешкольных занятий очень много у них. Ну, сейчас для молодежи очень много условий созданы. Да. Самое главное – желание Абсолютно заниматься верно. тем или иным видом искусства. Так, все овощи с борща мы уже достали. У нас уже готовый борщ, готовый бульон, чистый, очень вкусно пахнет. И сейчас уже его налеем в тарелки. Но сначала надо нам положить в тарелки, можно 3, можно 5 штук ушек. А потом Сверху добавить чуть-чуть бульона. Мгм. очень вкусно. Ну что, Виталий Альбертович, Ивона, я думаю, что наши телезрители обязательно дома самостоятельно попробуют приготовить это прекрасное блюдо. Мне очень понравилось. Спасибо, что вы сегодня приехали к нам в студию. Спасибо за приглашение, за возможность поделиться нашей культурой. И если такие желающие появятся, то, конечно, будет, надеюсь, им приятно попробовать. Спасибо. Дорогие телезрители, на этом мы завершаем нашу программу. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся в эфире. Всего доброго.